Добрый день, уважаемые участники конференции. Чуть поправлюсь, я заместитель директора Государственного вечернего сменного общеобразовательного учреждения Республиканский центр образования, руководитель структурного подразделения Центра дистанционного обучения детей-инвалидов Республики Коми. Говоря о цифровой школе, конечно, я хочу представить уже реальный наш опыт. Заканчивается третий год обучения в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов в нашей республике. Традиционные технологии обучения в современных условиях обеспечивают необходимое качество образования лишь для контингента обучающихся, посещающих образовательные учреждения. Тогда как дети-инвалиды чаще всего ограничены в получении таких образовательных возможностей в силу своего пребывания дома. Поэтому дистанционное обучение является своеобразной панацеей для получения детьми полноценного качественного образования. В соответствии с основными мероприятиями приоритетного национального проекта образования на 9-12 годы, а также в целях реализации права детей-инвалидов на получение качественного образования в 2009 году в Республике Коми стартовал проект дистанционного обучения детей-инвалидов. И первый учебный год торжественного открытия нашего центра состоялось 1 сентября 2010 года. Основной целью Центра дистанционного обучения является реализация законодательства Российской Федерации по созданию адаптивной модели образования, обеспечивающей равный доступ детей-инвалидов к полноценному качественному образованию в соответствии с их психофизическими возможностями. Целевую группу обучающихся Центра составляют дети-инвалиды Республики Коми, обучающиеся на дому по общеобразовательным программам и не имеющие противопоказаний по работе с компьютером. На сегодняшний день число обучающихся составляет 137, и из них по ступеням образования распределение вот следующим образом выглядит. Говоря о географии наших обучающихся, это вся практически республика. Конечно же, максимальное количество обучающихся это из Сыктывкара и из Ухты. Рассматривая модель Центра дистанционного обучения, необходимо отметить, что согласно письму Министерства образования, каждому субъекту Российской Федерации была предоставлена возможность выбора модели организации дистанционного образования детей-инвалидов с учетом имеющихся ресурсов и региональных особенностей. Поэтому Центр дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми является структурным подразделением Республиканского центра образования. Администрация, все педагогические работники, технические службы являются штатными сотрудниками Республиканского центра образования. Однако у нас на местах, в городах, где большое количество обучающихся, техники и социальные педагоги есть на местах на условиях совместительства. В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания и образования, социальной защиты Министерства образования, дистанционная форма обучения не может быть рассматриваться как единственная форма обучения детей-инвалидов. Поэтому в Республике Коми разработана модель, согласно которой мы на условиях сотрудничества работаем со школами по основному месту обучения детей. Таким образом, мы расширяем учебный план. Дети-инвалиды находятся одновременно на обучении и в школах по основному месту проживания, и в Центре дистанционного обучения. И зачисление на обучение, дистанционное обучение не означает исключение их из общеобразовательных учреждений. Процесс дистанционного обучения организован таким образом, что по рекомендации психолога медико-педагогической комиссии с учетом пожеланий ребенка и его законных представителей происходит расширение учебного плана индивидуального обучения в объеме часов учебного плана дистанционного обучения. И оценки, выставляемые педагогами Центра дистанционного обучения, передаются в конце каждой четверти в образовательное учреждение по основному месту обучения. Много времени. То есть возможности нашего сайта очень-очень большие. Также здесь размещается и расписание, возможно, сверху уже, Галина Юрьевна, еще и расписание. Каждого учителя размещено здесь и свое расписание, чтобы не забыли. Еще и расписание, наверху. Сейчас, конечно, увидите, ага, это мое расписание. Понятно. Ну вот если коротко вот о нашем сайте, дальше о неклассных мероприятиях чуть-чуть ниже я скажу. К нашему сайту, следующий сайт, к нашему сайту прикреплена
образовательная среда, над которой учителя работают как над темой самообразования. Значит, образовательная среда на базе платформы Moodle. Дальше не видно. Это то, что у нас уже наработано. То есть мы уже разрабатываем уже конкретно для детей, преломляя для детей-инвалидов. То есть где-то что-то упрощенные варианты уже. Да. И хотелось бы сказать несколько слов к чему мы уже пришли от своих маленьких результатов за 3 года. За 3 года количество обучающихся возросло с 50 до 137 детей. Учителей с 12 до 32, из них внешних совместителей 5, внутренних 4. Всего за 3 года находилось на обучении 173 ребенка. Я могу сравнить только 2 закончившихся учебных года, но если сравнивать их, то успеваемость является стабильным показателем, а качество знаний возросло на 2,4%. Воспитательная работа, реализуемая в ЦИДУРе, осуществляется по 3 направлениям: художественная, эстетическая, научно-познавательная и проектная. По сравнению с первым учебным годом постоянно увеличивается количество форм проведения таких мероприятий, количество и качество их проведения постоянно увеличивается. Это и концерты, выставки, галереи и так далее. Ну вот я хотела бы вам показать некоторые наши работы. Вот только-только закончился концерт Григорина. Концерт иностранной песни. Мизинцем. Чуть-чуть буквально. Внизу. Листай. Все дистанционно, да. Мероприятия, естественно, все в режиме офлайн. Это через работу фотографии, это любимое занятие. У нас всегда фотографии, около 200 они выставляются. Вручение вот моей семьи была выставка. Следующая ссылка. Это на презентацию. Различные конкурсы. Последний конкурс у нас был ко Дню матери. Это талисман для моей мамы. Ну, тоже такой быстренько просто. Стали традиционными у нас проведение декад. Обязательно каждый учебный год проходят 2 декады. Естественно, научного направления и гуманитарного направления. Гуманитарного, наверное, щелкните, последняя у нас была декада. И там, допустим, вот галерея с секретом. Это различные, в рамках декады проходит очень большое количество разных мероприятий. Кстати сказать, мероприятия у нас не только дистанционно, но мы и практикуем и очные мероприятия с выездом в города. Проводили, и вот недавно у нас педагоги-психологи вернулись из Инты, вот ездили они в конце марта, проводили и походили по домам, всех детей навестили, и проводили общие мероприятия, учимся дружить. Ну вот такая вот галерея. Сейчас в настоящее время началась у нас, кстати сказать, выставка, посвященная Дню Победы, которая называется «Нет в России семьи такой, где не назван был свой герой». Но она только началась, вот поэтому там буквально 2 работы еще размещены. И то, что мы гордимся, это проекты. Мы попробовали эту работу 2-й год. Поэтому мы постоянно работаем, чтобы еще такое провести, к чему детей подключить. Это межпредметные проекты. Участвуют дети, но бывает не все. То есть мы берем все-таки тех, кто готов к такой работе. Это большая работа. Продолжается в течение 3 месяцев. То есть мы всегда стартуем в январе, до марта мы работаем, а в апреле уже происходит только выставка таких проектов. И вот я покажу вам кусочки только 2 проектов. Насколько велики уже технические возможности, умения, навыки наших детей. Ну, это вот презентация, причем презентация включает в себя интерактивные ссылки там и с звуковыми эффектами, и аудиофайлы, и видеофайлы и так далее. И следующий
делают наши дети уже и фильмы. Причем я хочу вам сказать, и малыши, и старшие, большой разницы в технических возможностях к концу года уже нет, они умеют все. Ну, может, только фильмы, конечно же, старшие дети делают. И, соответственно, внедряем в практику. И наш мастер-класс, который завтра проведут педагоги, тому подтверждение, то есть когда учителя сами нашли сервис, им овладели и готовы поделиться и с вами, что вы, в общем-то, завтра и увидите. Молодцы. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Да, Иванович, пожалуйста. Во-первых, большое спасибо за огромную такую работу. Я поражен, что вы делаете. У меня вопросы такие. А есть ли у вас уже выпускники? Выпускники есть. 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 Вот по вашему мнению, не посадили вы их и на иглу, и найдут ли они себя в будущем? Потому что вот такого широкого спектра услуги образовательной вряд ли им кто-то может показать, по крайней мере, в республике нашей. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я знаю, что у вас был проект, связанный с реализацией дистанционного обучения для пилотном варианте для малокомплектных школ. В какой стадии этот проект сейчас находится, пилот? И третий вопрос, он связан с перспективами, а финансирование вот этой программы в будущем. Какую программу? Работа с детьми с инвалидами, оно стабильно или это... Вообще, как происходит финансирование? То есть есть перспективы того, что центр будет по-прежнему работать с инвалидами в нашей республике? Да, по первому вопросу. Значит, наши дети поступают, значит, хотя они дети-инвалиды, вы знаете, дети-инвалиды есть по разным заболеваниям. И есть у нас те, кто поступили и в высшие, и средние профессиональные учебные заведения, причем обычные, уже не дистанционные. И, в общем-то, успешно продолжают свое обучение, так что они не сели на иглу. Нормально, все обучается. Ну, в общем-то, конечно, те навыки, которые они у нас получили, они не пройдут просто так мимо и даром. Они позволят им, естественно, уже более профессионально, что ли, находить нужную информацию, пользоваться интернетом и так далее, готовить те же самые презентации, фильмы и так далее. Вот. Но я думаю, что это им не помешает уж никак. Дистанционно у нас один ребенок тоже поступил, да? Поступил, но Московский экономический, в общем-то, успешно обучается. Так, по второму вопросу, да, мы в первый учебный год, то есть 10-11 учебный год ввели этот пилотный проект, потом передали его в Министерство образования, он продолжается дальше, подключаются новые школы. Вот буквально в весенних каникулах Институт развития образования проводил курсы повышения квалификации для учителей, которые работают в этом проекте. Насколько я помню, это Сосногорский был район. И, в общем-то, эти же педагоги тоже к нам приходили на экскурсии, мы показывали, они были крайне удивлены, что умеют наши дети. Они были поражены, а кто их этому всему научил? Ну, конечно, мы и никто другой. Вот, поэтому проект дальше продолжается. И по третьему вопросу финансирования, я думаю, что это будет стабильное финансирование, потому что какие-то дети выбывают, естественно, по поводу того, что не заканчивают обучение, а новые дети поступают в школу. То есть будет на такой какой-то определенная плата мы будем выходить. Есть еще вопросы? Да, ну, ладно. Вы второй получаете выступление у нас. Молодец, Коллеги Любовь из Ивановна. Ухты приехали.